уверенность, она же как облако, да? То есть думаешь, что ты поймал его, оно как бы исчезает. И постоянно его надо прокачивать, постоянно надо, так скажем, подпитывать эту уверенность. Само по себе изучение языка для меня стало таким, знаете, рычагом, там, трамплином, что как-то мозг переформатировался, перезагрузился, и я начал мыслить немножко по-другому. Да. Не запели на китайском? Да, запел, почему бы и нет. Несколько песен бывало, что вот приглашали на мероприятия. Я очень часто выступал от университета на разных мероприятиях, и мою фотографию вывесили на доске почета, и до сих пор вот моя фотография висит у них в коридоре. У меня всегда хочется качества того, что я делаю. А слава это и вот эта шумиха мне немножко даже мешает, с одной стороны, да? Отвлекает от сути, так скажем. Когда человек становится конкурсным, он как будто бы теряет свою уникальность, то есть именно свое творчество, свои песни, свою такую идентичность, да, то есть и мне как будто бы казалось, что я потеряю, пока не потерял себя, нужно просто писать песни. Вы на сцене выглядели очень таким уверенным, спокойным. Это что было, внешняя картинка или действительно такое внутреннее спокойствие на тот момент было? У меня просто была позиция Чингисхана, да, то есть назад пути нет. И это меня как-то воодушевило. В целом мне уже было, так скажем, я настолько себя настроил, что говорил, мне терять нечего, хотим дать такой грандиозный творческий вечер. Хороший такой творческий, душевный творческий вечер, где тема была бы о том, что вот я спустя 7 лет возвратился домой. Айбек Бакытбеков – отличник культуры Кыргызской Республики, финалист международных вокальных конкурсов, таких как «Новая волна», «Голос Китая» и музыкального шоу «Ну-ка, все вместе». Добрый день, Айбек. Приветствую вас. Очень приятно вас видеть в нашей студии, на нашем подкасте. Взаимно. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что согласились. Читала вашу биографию. Вы в детстве мечтали связать свою жизнь с автомобилями, с автомобильным дизайном. Ну, наверное, одна из детских мечт, да, детских мечт, да? Да. Но в какой момент все-таки вы осознали, что нужно идти в сторону музыки? А музыка была всегда со мной была, она всегда везде сопутствовала, и было ощущение, что все, чем-либо я занимаюсь, оно как будто бы приложение, да, к музыке. То есть занимаюсь спортом, чтобы выглядеть лучше на сцене, допустим. Там, читаю книгу, чтобы там лучше самовыражаться, допустим. Также на сцене, там, на телевидении, на радио. И все это как бы, все то, что я делал, все как будто бы служило, чтобы моя музыка была качественная. А кто сыграл главную роль, чтобы вы поверили в свой вокальный талант? Это случилось, на самом деле, я с 3 лет, по рассказам родителей, брал в руки все, что угодно, там, розеточки, там, ну, в смысле, разные предметы, и подражал артистам с телевизора, получается. А вот в рамках вашего вопроса, кто повлиял, вот, это случилось в 5 классе на уроке музыки. У нас наша прекрасная преподавательница по музыке Светлана Анатольевна, я вовеки ей благодарен. Вот. Она всех нас распевала, ну, видимо, я перекрикивал всех, там, перепевал там. Вот, попросила остаться после урока. Вот. Ну, после урока я остался, и она сказала, что мне стоит этим заниматься и продолжать развивать этот навык. Вот. И позже пригласили родителей, родители согласились, благо у меня мама тоже поддерживающая, сама тоже, так сказать, в студенческие годы занималась музыкой.
но из-за боязни сцены она как-то забросила, ну, плюс как бы быт, жизнь, семейная жизнь и так далее, получается. Ну вот, и человек по имени Светлана Анатольевна изменила мою судьбу, так скажем. Она сама об этом знает? Да, конечно, она знает, и меня не было 7 лет на родине. И вот за эти 7 лет мы немножко отдалились, как бы потеряли контакты и так далее. До этого мы так периодически общались, разговаривали, всегда было о чем поговорить, так скажем. Ну, учитель направил, поверил в вас, это одно, а вы сами когда в себя поверили? На самом деле это такая, знаете, это очень хороший вопрос. Уверенность, она же как облако, да? То есть думаешь, что ты поймал его, оно как бы исчезает. И постоянно его надо прокачивать, постоянно надо, так скажем, подпитывать эту уверенность. Ну, в целом я понял, когда, наверное, вот во время вот нашего, так скажем, открытия, да, благодаря вот Светлане Анатольевне я там же и пришла уверенность, но внутри всегда была, говорят, вот, если артист слишком уверенный и, то есть, не волнуется, он уже не артист, есть такое выражение. Поэтому у меня не поэтому, а как бы непроизвольно у меня с самого начала вот есть такое волнение всегда, хоть перед детьми, хоть перед там малой публикой, да, вот. А сейчас я научился это волнение трансформировать в живую эмоцию, и как бы в процессе выступления оно как-то испаряется. Это так. На определенное время вы ушли со сцены, даже не жили в стране. Расскажите, чем вы занимались в это время? В какой-то момент мне стало не столько скучно или как это можно описать. В общем, получил предложение пожить в Китае. То есть участвовать на конкурсе. Опять же, вот все связано с музыкой. То есть пригласили меня поучаствовать на конкурсе под названием «Голос Китая». Вот. И поехав туда, в процессе, потому что конкурс он не сразу начинался, им нужно было выждать, сначала отправить какие-то заявочки, какие-то там регалии, я не знаю. Вот. И в процессе как-то становилось скучно там уже. И так как лицо, которое пригласило меня, он является моим родственником, он предложил как бы зря времени не терять, ну, параллельно изучать язык китайский. Ну, вот как-то так получилось, что я поступил именно в университет, ну, довольно-таки большой университет, признанный в Китае, вот, и стал изучать язык и как-то втянулся в это и, так скажем, стал духовно обогащаться. Вот. Ну, день за днем, месяц за месяцами как-то незаметно прошли как бы 3 года, получается. Как вы думаете, это время, оно пошло на пользу вашему внутреннему человеку, вашему профессиональному развитию, музыкальному развитию? Безусловно, конечно, это сильно даже повлияло, оно даже повернуло в другое направление. И, наверное, где-то я даже переосмыслил, что я мог, как я мог правильно или неправильно думать о людях, о разных, допустим, я не знаю, у каждого же как бы предвзятое отношение, что вот китайцы, они кунг-фуисты, они дерутся там или тому подобное. А оказалось, что они такие же люди, как и мы, со своими проблемами, со своим бытом. И вполне там тоже очень много хороших людей, очень много хороших, так скажем, друзей я там встретил, подружился. С некоторыми по сей день общаемся. Вот. И само по себе изучение языка для меня стало таким, знаете, рычагом, там, трамплином, что как-то мозг переформатировался, перезагрузился, и я начал мыслить немножко по-другому. Да.
Не запели на китайском? Да, запел, почему бы и нет. Несколько песен бывало, что вот приглашали на мероприятия. Я очень часто выступал от университета на разных мероприятиях, и мою фотографию вывесили на доске почета, и до сих пор вот моя фотография висит у них в коридоре, я не знаю, где, внутри заведения, получается, да. И многие, кто сейчас вот поступают, там, молодые ребята, они бывают там, говорят, восхищаются, там, гордятся и отправляют какие-то фотографии о том, что вот вы видели меня в Китае, получается. Это, тем более центральный Китай, это родина Си Цзиньпиня. Вот. Ну, вполне такой по климату похож на наш город, на Бишкек. Вот. И мне было уютно там. Все это время не было мысли, что, может быть, уже и не вернетесь на большую сцену? А я и не хотел на самом деле. Мне не было почему-то, желания. да, у меня всегда хочется качества того, что я делаю. А слава это и вот эта шумиха мне немножко даже мешает, с одной стороны, да, отвлекает от сути, так скажем. Поэтому как таковой слава, оно как бы иллюзорно, да? То есть оно сегодня есть, завтра его нету. Вот. Поэтому у меня не было ощущения, что я ухожу из большой сцены или обратно возвращаюсь. Я просто занимался любимым делом, параллельно обогащался, какие-то новые навыки приобретал. И все так сложилось, как сложилось, в общем, судьба, да. А так, на самом деле, я не уходил никуда. Я параллельно всегда, у меня есть диктофон, всегда есть у меня, благо есть все приложения, где могу послушать музыку, развиваться именно в этом направлении. Вот, все под рукой, поэтому я никогда не отставал. Ну, это, так скажем, мои последние выступления этому свидетельствуют, я думаю, потому что я пою не старинную музыку, так скажем, не обогнал всех или не отстал, а вот в ногу со временем. Да, это заметно. Да. Почему вы решили участвовать на сцене «Ну-ка все вместе» в этом проекте? Изначально я не хотел. Я сам для себя решил, что я не буду, завязался с конкурсной деятельностью. Думал, что это уже, с одной стороны, плохо на меня влияет, потому что после конкурса всегда вот дофаминовая яма, да, то есть сначала эмоции, адреналин, там, переживания, а потом бац, и тишина получается. И вот это мне не сильно нравилось, вот, с одной стороны. С другой стороны, когда человек становится конкурсным, он как будто бы теряет свою уникальность, то есть именно свое творчество, свои песни, свою такую идентичность, да, то есть. И мне как будто бы казалось, что я пока не потерял себя, нужно просто писать песни и продвигаться в этом направлении, только не в конкурсное. Потому что до этого я предостаточно поучаствовал на различных конкурсах, и мне казалось, мне хватило. Но благо есть друзья, благо есть благодетели, которые посоветовали, настаивали. Вот Азат Раимбердиев, Бек Исраилов, они вот мои друзья, и они, так скажем, замотивировали меня. И я подумал, почему бы и нет. От этого я ничего не теряю, просто еще один конкурс в моей жизни. Получилось так, что это так позитивно отразилось, даже очень, могу сказать, очень много просмотров, миллионы просмотров, люди, отзывы, поддержка. И меня это как-то немножко даже осенило, да, что люди так поддерживают, и было чувство благодарности. И от этих чувств я уже начал отталкиваться, и уже, так скажем, пути Господни неисповедимы, да? Не знаешь, с какой стороны приходит вдохновение, с какой стороны придет успех. И после этого конкурса
как-то меня заново, то есть я перезагрузился и перевдохновился, ну, как правильно будет, вдохновился по-новому, да, по-новому, уже осознанно более. Вот. И в целом удачи, повезло, наверное, с одной стороны, да, и с репертуаром тоже. Про репертуар, да, вы выбирали сами. Почему вы сделали акцент именно на те композиции, которые исполняли? Репертуар, да, исключительно. Все Это сам. было соответствие внутреннему состоянию на тот момент? Ну, все вместе, все в совокупности, все выбирал. То есть это не было так, что вот сели 10 человек там в компании и решали, по какую песню петь. Было некоторые из композиций, которые я исполнял, было так, что я ехал на метро и буквально вслушивался в песню и думал о выборе, да, выбрать ли эту песню. И в целом выбор происходил вот вообще в каких-то нестандартных местах, нестандартных ситуациях. Все сам спродюсировал, все сам как бы где-то что-то додумал, где-то какие-то фишечки. Потому что «Ну-ка все вместе» — это уникальный конкурс. Ты должен не просто перепеть автора, а ты должен присвоить, там есть такое выражение, присвоить именно чужую композицию, как будто она твоя. И вот в таком духе нужно исполнять, иначе как бы финал точно не светит. Очень много исполнителей, которые на кастинге проявили себя вообще невероятно, да? То есть они проявили очень себя талантливо, и песни у них классные были, но те же самые вот крутые участники, они слетали с первого тура, потому что вот, репертуар в самую первую очередь, и вот подход именно к песням, к репертуару, да, вот. Вот, они думали, подкупят, я не знаю, там, эпатажем, одеждой или там, внешностью, там, какими-то атрибутами, а на самом деле там внутренний стержень — это самое важное, да, то есть не растеряться, не потерять вот, самое, на атомы, чтобы тебя не расщепило, так скажем, да, так с юмором, да, вот, ты должен как-то мысли держать в кулаке. Задача сложная стояла, но тем не менее вы на сцене выглядели очень таким уверенным, спокойным. Это что было, внешняя картинка или действительно такое внутреннее спокойствие на тот момент было? У меня просто была позиция Чингисхана, да, то есть назад пути нет. И это меня как-то воодушевило. В целом мне уже было, так скажем, я настолько себя настроил, что говорил, мне терять нечего. Как бы выиграю, не выиграю, но я целенаправленно шел к победе, потому что я представлял, визуализировал. Ну, не всегда победа приходит там, с той стороны, с которой ты ожидаешь. Да? Но победа для меня лично, я лично себя считаю победителем, потому что сам Сергей Лазарев предложил мне в дуэте спеть в Кремлевском дворце. Вот, и я считаю, что ему, наверное, предлагают по 10, по 5 миллионов рублей, чтобы с ним спеть в дуэте, там, выступить. И мне кажется, он не со всеми соглашается. А тут он, получается, мне сам предложил. И это было, во-первых, очень я благодарен. Вот, а во-вторых, это было неожиданно и очень приятно. Как-то так. Вы рассказывали о том, какие трансформации с вами проходили во время этого конкурса, после него, во время вашего пребывания, обучения в Китае. Можете ли вы сейчас, может быть, подтвердить, что вы сейчас полностью перезагруженная версия себя? Может быть, будет правильнее улучшенная версия себя, потому что все в себе невозможно как-то форматировать. А вот добавить, улучшить, направить в лучшую сторону, вот это будет, мне кажется, чуть правильнее, да. Я извиняюсь, но... Все хорошо? Да. Все хорошо. Если говорить о вашей профессиональной деятельности, может быть, скажем, за более такой короткий период времени, за последний год, есть ли чем вы гордитесь, что вы действительно себе говорите, вот молодец?
На самом деле много таких моментов, просто есть вещи, которые я бы не хотел озвучивать. Вот. Ну, если в рамках этого проекта, то есть в рамках творчества, то именно вот в проекте «Ну-ка все вместе» я как бы проявил себя. Для меня была огромная честь представлять нашу страну, так сказать, и поднять флаг, и достойно представить. Мне кажется, там, на процентов 85, наверное, у меня получилось это сделать, судя по отзывам народа, судя по отзывам слушателей, и не только с Кыргызстана, а практически со всех стран СНГ. Были даже люди, которые писали с Венеции, с Австралии, которые смотрят телепередачу. Что самое интересное, в Британии это, то есть, родоначальник этого конкурса, оно произошло в Британии, но оно не прижилось там. А именно в России она прижилась, этот конкурс. Видимо, в России она имеет какие-то сопутствующие эти атрибуты. Вот. И очень много, я удивился, то есть из Америки, то есть очень со всего мира писали и там, свои восхищения какие-то. Вот. В целом, молодец, то, что вот прожил такой период в своей жизни, как бы было сложно. Я плюс еще во втором туре сильно приболел, прям очень сильно, что у меня в глазах двоилось, я практически на антибиотиках ходил, вот, не высыпался, плюс еще переживания. Ну, сами понимаете, то есть 100 человек в жюри, это давление, да, большое. И вот это, несмотря на это, я как-то вот пережил этот момент, и за это я немножко себя так похваливаю, да, но не сильно, потому что я самокритичный, тот еще, да. Ну да, слишком хвалить себя тоже опасно. Да. Есть риск остановиться. Да, и смысла нет, что себя перехваливать. Просто ты же занимаешься любимым делом, а когда ты себя перехваливаешь, это значит, что ты в чем-то не уверен там, или как-то себя настраиваешь. А я себя не настраиваю, я занимаюсь любимым делом, наслаждаюсь от этого. И мне незачем себя хвалить или перехваливать, там, или недохваливать. Ну, как-то так. Если смотреть на ближайшее будущее, следующий ваш большой такой шаг? На самом деле хотелось бы сдержать это все в секрете. Ну, по крайней мере, в ближайшем будущем мы с моим продюсером хотим дать такой грандиозный творческий вечер. Хороший такой творческий, душевный творческий вечер, где тема была бы о том, что вот я спустя 7 лет возвратился домой. Вот, и такой хотелось бы создать такую атмосферу, чтобы люди окунулись в мою историю, о том, как я проживал, проходил. Были холодные времена, были жаркие времена. Вот это все хотелось бы в творческом вечере, так сказать, людям подарить эмоции, да, прежде всего. Вот. Ну, из предстоящих таких грандиозных мероприятий это вот творческий вечер. Дальше пусть будет секретом, потому что есть вероятность, что где-то, может быть, и не так получится, как я ожидаю. Вот. Понятно, все пока еще секретно, но о вечере какие эмоции вы хотите, чтобы люди после него вынесли? Ну, то, что надо ценить, то место, где ты живешь, что счастье не там, где ты думаешь, что может быть ты будешь счастлив где-нибудь в Китае, не знаю, там, или в Америке, а счастье там, где ты внутренне спокоен, там, где твои родные. Вот, и я думаю, такие эмоции не помешают нынче людям. Спокойствие, мир, теплота. Есть ли какой-то формат или сцена, о котором вы сейчас мечтаете? Знаете, вот «Ну-ка все вместе», оно как-то меня немножко приземлило. То есть как будто бы я доказал, что я
нормальный певец, то есть пою нормально сам для себя, по крайней мере, и люди как бы подтвердили. А сейчас хочется как-то петь для людей, песни писать душевные, не крикливые, не высокие, там обычные, хорошие, душевные песни, чтобы люди не только там восхищались тобой, а пели в своем быту, да, использовали твою песню, где бы они ни находились, наслаждались как бы, времяпрепровождение своей музыкой. Вот этого хочется. И самому уже, честно, так немножко подустал петь какие-то зарубежные песенки там, на английском и так далее. Хочется на крымском петь, хочется на русском петь, хочется такие душевные, тематические песни. Вот, что, так скажем, проживают люди, да, вот об этом хочется попеть. А как вы думаете, для того, чтобы песня ушла в быт, чтобы люди ее действительно полюбили, стали использовать в жизни, какой она должна быть? Ну, если бы этот вопрос знали артисты, то я думаю, каждый второй писал бы хит, да? Каждый третий писал бы там альбомы, и все это проходило на... Некоторые люди, некоторые даже режиссеры, там, художники, музыканты, творческие люди, они всю жизнь ищут свою визитную карточку. Вы представляете, то есть столько труда, а некоторые так и не находят. Поэтому это такой вопрос на всю жизнь, понимаете. Я не могу предугадать, что может триггернуть, что может найти отклик в душе, в сердцах людей. Ну, по крайней мере, я пишу то, что у меня на душе. Ну, слава богу, есть как бы люди, которые откликаются на мою музыку. Поэтому я не осмелюсь ответить на ваш вопрос, а больше, наверное, буду тем, кем я являюсь, и пока не буду затрагивать эту тему, потому что это очень больная тема. Написать хит или написать произведение, представляете, это уже всю судьбу твою меняет. То есть одна песня, она меняет всю твою жизнь. Вот, поэтому этот вопрос остается открытым. Нынешняя ваша музыка, она какая? Настоящая, осознанная. Чего в ней больше? Меня. В моей музыке в последнее время становится больше меня. То есть это все, что вы прочувствовали сами? Да, каждую музыку, каждую ноту в аранжировке, что касается даже клипа, я вот научился немножко там продюсировать, режиссировать, потому что когда у тебя бюджет там ограниченный, и ты должен как бы с этим справиться, и приходится как бы в несколько ролей играть. Вот, поэтому сейчас вот максимальное присутствие меня в моем творчестве, так скажем. А как рождается ваша музыка? Вы ее видите сразу, слышите? Или долго думаете? Ну, она начинается от одной ноты, на самом деле. Вот одна нота зародилась, тебе она понравилась. И ты хочешь продолжить это чувство, да, этот кайф, наслаждение. И ты продолжаешь искать и находишь как бы, как в игре, да, получается. Самый необычный момент, может быть, или самое необычное место, где происходило зарождение вашей музыки? Ну вот последняя песня называется «Время». Были очень сложный период. Кстати, я забыл сказать, что вот после 3 года жил в Китае, и после я 3,5 года проживал еще и в Москве. Вот, и то, что сейчас я публикую, на данный момент презентую песню под названием «Время», я ее написал в лесу, в Москве, называется село Красногорск, это прям в лесу получается. Хромая, я еще ногу повредил, вот, и в глуши там сидел и писал эту песню, слова и музыку, получается, как-то так. Это действительно, что у вас сейчас новый продюсер? Да, это так. Что для вас значит продюсер? Помощник, координатор? Ну, это на самом деле человек-универсал, да? Человек-волшебник,
Это магия, то, что делает продюсер. Но так снаружи кажется, что вот все смогут справиться, но продюсер должен обладать коммуникабельностью, да, то есть находить общие языки. Элементарно ты обратно буду возвращаться к тому, что мы будем проводить мероприятие в ресторане Фрунзе. Вот, договориться, это тоже требовало, да, усилий, да, поэтому очень много нюансов, да, там. Надо просто словами это не объяснить, надо прожить в шкуре продюсера, и тогда ты можешь понять, да, что, через что проходит этот человек. Поэтому это отдельная профессия, можно так сказать. Вот. И я доволен. Самое главное, продюсер — это друг твой. У вас должны быть взгляды в одном направлении. Все должно совпадать. Иначе какая-то энергетические какие-то барьеры, и тяжело, да, работать в коллективе, да, то есть вот поэтому продюсер — это прежде всего твой лучший друг. Вот и все. На ваш взгляд, насколько важна поддержка для молодого, для начинающего музыканта? Может быть, в лице близких людей, может быть, в лице какого-то, вот опять же, такого наставника, продюсера, да? Можно ли без этой поддержки чисто на одном таланте чего-то добиться? Ну, это, знаете, относительно времени. Ну вот, допустим, в моем случае я вот добился какого-то, я не знаю, уровня, а нужно же жить дальше, двигаться дальше, прогрессировать, развиваться. И в этот момент вот продюсер — это тот человек, который, так скажем, ангел-хранитель, да. Вот. Ну это, наверное, практически невозможно, потому что с каждым разом твои масштабы растут, твои границы расширяются, и тяжело одному, допустим, сделать фотографию или там видео отснять, потом песню написать, потом договориться с какими-то организаторами, арендовать помещение. Это все, и не все у тебя и получится, потому что, как правило, творческие люди, они немножко космические, да, так скажем, со своим характером, со своими видениями, со своим миром, и не все это понимают. Вот в этот момент появляется ангел-хранитель по имени продюсер, да, так скажем, да, как-то так. У нас в Кыргызстане очень мало таких людей, музыкантов, которые могут выстрелить так, чтобы их знали в мире. Не только на просторах СНГ, но на самом деле они талантливы. У нас много талантливых людей, у нас вообще замечательные голоса, да, это уникальные голоса. Как вам кажется, почему так? И что нужно сделать, чтобы наши таланты, они стали известны? Ну, все от Бога. На самом деле все от Бога, потому что ты не знаешь, в какой момент кто может выстрелить и какая твоя песня выстрелит. Главное быть позитивнее. Я бы лично сам призывал людей, чтобы не просто вот не понравилось, такой, фу, это плохой материал. Нет. По крайней мере, можно ничего не говорить и оставить все как есть, чтобы не трогать, не обижать, не сломать, да, то, что может перерасти, там, я не знаю, там, в Грэмми и так далее. Вот, поэтому верить надо в людей. А вы в начале своего пути много критики встречали? Чего больше было, критики или веры в вас? Было и то, и другое. Было и то, и другое. Я, наверное, сам даже был сторонником критики. То есть сам был сильно самокритичный, я тем более слушал, так скажем, афроамериканскую музыку, а там очень много нюансов, мелизма, там очень много нот, там, вокализов, очень много сложных деталей. И все это требовало такой тонкости, так скажем, мелких, так сказать, проработок, да? Каждый раз ты должен прорабатывать какие-то мелкие детали, и это делает тебя таким сильно чувствительным, самокритичным. И ты начинаешь с этим видением уже, то есть, обращаться к миру, да, уже проявляться в социуме, да.
Вы себя считаете успешным человеком? Я вот, знаете, успех – это такое выражение, когда больше, наверное, на публику. Это слово, рожденное для публики. А я как будто бы наслаждаюсь тем, чем я занимаюсь сам по себе, для себя. И то, что мне приносит удовольствие, начинает нравиться другим людям. И это, я считаю, успех. Это, я считаю, по крайней мере, достижение хорошее. Хорошее достижение. Вот для каждого успех может быть по-разному. У кого-то успех – это много денег, например. Успех – там, красивая машина, там, дом, жена, там, девушка, я не знаю. Вот для меня это вот успех – это когда ты нашел то самое любимое дело, и тебе не нужно от мира ничего, да? Просто ты занимаешься своим любимым делом, при этом не ожидаешь, там, что тебе заплатят за это. Вот это и есть на самом деле большой успех. А успех именно в материальном плане, не знаю, ну слава богу, на все хватает, путешествую, живу в разных странах, изучаю языки. Мне кажется, это больше, чем успех, это счастье. Вот. А как найти вот эту вот грань, чтобы человек понял, что это действительно его дело, и оно будет делать его счастливым? Я даже не знаю, просто слушать свое сердце. Где-то надо притормозить, как я, например, там, выпал на целых 7 лет, да, из якобы шоу-бизнеса, как такового ее и нет, в принципе, да. Вот, и надо вслушиваться, наслаждаться настоящим моментом. Вот именно в настоящем моменте приходят какие-то предложения интересные, что-то происходит, и не отвлекаться, вот, то есть схватывать на лету, да, схватывать в нужный момент. Вот. И я сейчас, раньше, может быть, я где-то там был недоволен тем, что я занимаюсь не тем, что я люблю, да, там, музыка, там, изучая китайский язык, потому что быстро утомляешься, быстро устаешь, иероглифы всякие, там, это все быстро утомляет на самом деле. И были моменты, когда там плохое настроение, и ты думаешь, зачем мне этот китайский язык. А сейчас я вот все это пройдя, я благодарен, потому что элементарно в аэропорту там бывает, что вот друзья, знакомые, там китайцы, с ними нужно иногда там пообщаться. И у меня там мало-помалу получается. И это иногда радует, да, то, что не зря я прошел этот путь. Чувствую благодарность только. Давайте поговорим еще о таком моменте. Сейчас все это обсуждают. Нейросеть, которая якобы может заменить человека во всех сферах. Если говорим о музыке, возможно ли, что нейросеть скоро действительно заменит в исполнении, в написании? Ну, я не знаю, человек – это такое существо, он всегда будет тянуться к человеку в любом случае. Рано или поздно человек устает элементарно даже от денег, да. Он хочет просто встретиться с человеком, посидеть за чашкой кофе, поговорить, там, да, там, в караоке сходить, попеть. Это у нас не отнять, пока мы живы, пока люди, человеки существуют на этой планете. Мне кажется, это будет существовать. А нейросети это хороший инструмент на самом деле. Его тоже как-то не стоит недооценивать. Если правильно пользоваться, я думаю, можно за короткий срок достигнуть хороших целей. Вот. Но не переусердствовать, конечно. Но насчет того, что искусственный интеллект как-то нас перешагнет, там, я не знаю, там, сделает нас ненужными, ну не знаю. Это, наверное, искусственный интеллект должен создать там, подобие человека, наверное, и то это будет, знаете, да, уже не человек, уже нет. Все то, что божественное, оно, то есть невозможно ее пересоздать, мне кажется. Поэтому искусственный интеллект остается хорошим инструментом, может где-то во вред, а может где-то и в пользу, получается. Ну, как-то так я размышляю. Да. Вы сами чувствуете, когда слышите музыку, написанную нейросетью, что это не человек сделал? Интересно, профессиональное мнение. Ну, если
если она полностью сгенерирована, Да. тогда, конечно, это сразу чувствуется. Там очень много нюансов. А если частично использовали, ну, это тяжело обнаружить. Частично используют люди, все даже вот выдающиеся артисты, они все используют частично. Потому что нейросети, они иногда, бывает, что мозг твой остановился, то есть все время, каждый день работаешь, ты перегорел, у тебя нету идей, не знаешь, в каком стиле там, выпустить песню. И бывает, ты просто наугад заливаешь в нейросети и получаешь лучше даже, чем ты ожидал. Вот. Ну, конечно, это ведет к деградации, если полностью положиться на нейросети. А если ты частично используешь как идею, да, то есть первоначальная идея, то это наоборот классно. То есть ты сокращаешь время на поиски каких-то там стилей, там, времени, не знаю, там. Вот. Ну, как-то так получается. Есть ли у вас в планах, перспективах сотрудничество с другими артистами, может быть, зарубежными? Угу. Ну, в планах вообще хочется. В планах пока нету, потому что в планах у меня сейчас сольное продвижение. Вот. Ну, на настоящий момент у меня очень много коллабораций, очень много сотрудничества, да, и пока нормально хватает, но в будущем, наверное, даст Бог, с кем-то запишем, с кем-то сколлаборируем, совместно дуэт какой-нибудь интересный. А может, я даже и в фильм пойду, то есть сниматься в фильмах, да, тоже интересная там амплуа. Ну, как-то так. Сейчас какая задача перед вами стоит на ближайшие 5 лет? На ближайшие 5 лет? Да я не знаю, что будет 5 лет. На самом деле, ну, писать песни, маме что-нибудь сделать, там, родным, близким что-то, где-то помочь. Каких-то грандиозных у меня особо не планирую я. Все то, что есть, происходит, и так оно и грандиозное. То есть все на высшем уровне, все происходит классно. То есть вот уже через буквально 2 недели у меня будет творческий вечер. Да. Будет очень хороший контингент. То есть любители музыки соберутся, все будет вживую, получается. Ну и само заведение тоже отвечает на какие-то стандарты, да. Вот в целом ракету в космос пока не готовы пускать. А так вот живем как все. И в дальнейшем, наверное, раньше я как-то мечтал записать дуэт там, я не знаю, со Стиви Вандером, там, Эрик Клэптон, там, ну, такие с выдающимися людьми. А сейчас я, видимо, перерос этот момент, пережил как-то и так скажем, обдумал этот момент, и некоторым мечтам даже иногда и лучше не сбываться на самом деле. Вот. И я благодарен тому, что у меня сейчас есть. И в принципе, и времени нету особо вот на 5 лет прям планировать. Мы живем настоящим каждый день. Это так. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. Успехов вам, хорошего вам творческого вечера. Дай Бог вам здоровья. Благодарю вас. Ну а мы благодарим ресторан «Фрунзе» за предоставленное место для съемки.